Об окончании судебного процесса по Батукаеву, вынесенных приговорах и реакции разных экспертов и общественных деятелей на осуждение к лишению свободы бывшего президента Атамбаева в сюжете Андрея Токомбаева. К 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества приговорил во вторник бывшего президента Алмазбека Атамбаева Первомайский районный суд Бишкека за соучастие в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Приговор зачитал судья Эмильбек Каипов. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции закона от 2 февраля 2017 года и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 2 месяца. Следствие по делу Батукаева было передано в суд в октябре 2019 года. Первоначально обвинения предъявлялись 19 фигурантам, но по истечении 8 месяцев главными обвиняемыми остались лишь 4. Атамбаев, бывший генпрокурор Индира Джолдубаева, экс-советник главы КСИНа Калыбек Качканалиев и экс-директор Республиканского центра гематологии Абдухалим Раимджанов. Из оставшихся подозреваемых сотрудничать со следствием согласились бывший министр здравоохранения Динара Саганбаева, экс-глава ГКНБ Шамиль Атаханов, бывший генпрокурор Аида Солянова, экс-председатель Госслужбы исполнения наказаний, депутат Зарылбек Рысалиев, бывший судья Джапар Эрматов и лаборант Центра гематологии Ирина Цопова. Из всех подсудимых тюремный срок получил лишь Атамбаев. Джолдубаеву приговорили к штрафу в размере 5 миллионов сомов за злоупотребление служебным положением. Качканалиев освобожден из-под стражи. Назначенный ему судом 2 года лишения свободы, этот подсудимый уже отбыл в СИЗО, находясь под следствием. А академик Раимджанов осужден по статье укрывательства, но истек срок давности его преступления. Ранее гособвинение ходатайствовало осудить бывшего президента и Индиру Джолдубаеву на 15 лет каждого, остальных 2 подсудимых на 13 лет, тоже каждого. Стороны защиты ссылались на то, что вина подзащитных якобы не доказана, но никто не сомневался, что протест отклонят, сказал по окончании суда журналистам адвокат Сергей Слесарев, удивленный смягчением приговора. Все было заранее известно. Единственное, в чем я ошибся, как я уже сказал, это в сроке наказания. Я сказал, что будет 15 лет, как попросило обвинение. На вопрос о причинах смягчения приговора журналисты не нашли ответа у представителя стороны обвинения. Во вторник он сослался на то, что приговор на руки еще не получил. Мы должны получить на руки приговор. Только тогда можем что-то сказать. Другой адвокат Атамбаева продолжает возмущаться тем, что процесс проходил при закрытых дверях. Не упустил шанса лишний раз заявить, что процесс сфабрикован с целью лишить его подзащитного свободы под разными предлогами. Главная цель – это лишение свободы Алмазбека Атамбаева под разными предлогами. Дело с самого начала проходило в закрытом режиме. Это незаконно, ведь в деле не было государственных тайн. Обратимся в вышестоящую инстанцию, чтобы обжаловать решение суда. Но это решит наш подзащитный. Эксперт по вопросам национальной и региональной безопасности Аразбек Малдалиев тоже считает, что нельзя было так рассматривать дело, не содержащее государственной тайны. Поскольку судебный процесс идет в закрытом режиме, и до общественности доводятся сведения о средствах массовой информации, в основном со слов адвокатов, очень сложно простым людям ориентироваться, что произошло, что было, что происходит. Как поясняет политолог, тем самым судебная власть сама создала ситуацию, когда информация по этому делу освещается однобоко, в пользу Атамбаева, поскольку сторона обвинения делится сведениями крайне скупо, а медиапространство отдано на откуп стороне защиты подсудимого. А адвокат, на то он и адвокат, он должен в выгодном свете для общественности преподносить свое подзащитного, иначе грош цена таким адвокатам. Между тем, продолжает эксперт, над расследованием этого дела в свое время работала специальная комиссия депутатов Джугруку Кенеша, и работа ее увенчалась успехом. Но эта информация почему-то ускользает из поля зрения масс-медиа. По этому громкому делу в свое время депутатская комиссия работала. Были многочисленные публикации в средствах массовой информации. И были данные о том, информация о том, что многие чиновники был подкуп чиновников. На счету вора в законе Азиза Батукаева десяток судимостей, в
в том числе и по ряду особо тяжких преступлений, в числе которых убийство, хранение и сбыт оружия, наркотиков. Последним пунктом в этом списке была организация в 2005 году массовых беспорядков в местах лишения свободы. Одной из жертв бунта заключенных стал депутат Тынычбек Ахмадбаев, погибший во время визита в исправительную колонию номер 27 в селе Молдавановка. В 2006 году Батукаев был осужден на 16 лет и 8 месяцев с конфискацией имущества. Его обвиняли в причастности к убийству, незаконном обороте и изготовлении оружия, организации массовых беспорядков. Выйти на свободу он должен был лишь в середине 2021 года. Отсидев около половины этого срока, осужденный был досрочно освобожден из тюрьмы в Нарыне на основании заключения, что страдает неизлечимым заболеванием и со специальным сопровождением доставлен в Бишкек. Вот видеосъемка, на которой эскорт джипов с преступником и его приближенными едет из Нарына прямиком в международный аэропорт Манас, откуда освобожденный отбыл в Чечню. В кадре мелькает ряд высокопоставленных лиц. А еще до начала следствия российское издание «Коммерсант» опубликовало информацию со ссылкой на анонимный источник в Джугру-Кукинише. Дипкомиссия отметила, что в апреле 2013 года он лично приказал освободить криминального авторитета Азиза Батукаева, который сразу же вылетел в Чечню. За свободу вора в законе, причастным к этой операции, чиновникам заплатили в общей сложности $15 миллионов. Эту информацию адвокаты Атамбаева называют фейком, а обвинение бывшего президента в участии в незаконном освобождении – сфабрикованным. Во время оглашения приговора подсудимый отсутствовал, поскольку свою причастность к освобождению Батукаева целиком отрицает. Ранее, когда бывший глава государства был еще на свободе, он не раз выражал свою искреннюю заинтересованность в том, чтобы криминального авторитета экстрадировали из России и вернули в Кыргызстан. Вот что, например, сказал Атамбаев накануне известных событий 8 августа 2019 года. Я неоднократно обращался в Москву, 3 или 4 письма посылал, до этого устно, что, слушайте, верните Батукаева, мы хотим поставить точку. К сожалению, я до последнего дня верил, что Батукаева вернут. В принципе, не могло быть того, чтобы столь крупную птицу, как Батукаев, выпустили без ведома главы государства, сказал в разговоре с корреспондентом «Пятого» бывший госчиновник, проработавший десятки лет в системе государственной власти. Никто не мог его выпустить просто так. Никто. Только согласие главы государства. То есть все силовые структуры, все суды подчиняются только президенту. И без вмешательства президента никто не мог. Даже вот тот человек, который курировал силовые структуры, Атаханов, он тоже не мог. Никто не послушался бы его. Продолжая настаивать на своей непричастности к делу об освобождении криминального авторитета, бывший президент действует по старинке, как привыкли поступать его предшественники. Те в свое время тоже считали, что народ не способен отличить правду от лжи, и творили беззаконие на виду у сограждан, уверяя их при этом в обратном. Андрей Такамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.